День. Здравствуйте. Запись на прием руководства облисполкома вы проводите? Нет. А как? Осуществлять запись на прием по другому номеру телефона. Вы мне, пожалуйста, его скажите тогда. Мне вы дали 3 номера, а ваш один из этих 3. Мгм. 2 другие не отвечают. Скажите, какой вы имеете в виду? Я имею в виду 32 71 53, 32 67 21. Ага, видите, вот они как раз оба не отвечают. В эти самые минуты сообщаю вам, что я долго-долго все утро туда звоню, они не отвечают. Угу. И дали ваш номер тоже как номер, который... У меня горячая линия Могилевского облсполкома. А, Она носит информационный характер, и у меня нет такой компетенции, чтобы записать вас на прием. Вы мне сегодня с утра звонили? что-что? Вы мне сегодня с утра звонили? Вам нет. Мне не звонили. Попробуйте на вот Вот 32 на эти 70. 2 я всю дорогу звоню. Ну, раз Угу. вы горячая линия, вот я вам сообщаю информацию, что телефоны, по которым проводится запись к Угу. руководству облисполкома, хронически не отвечают. Причем там указаны часы этих всех 3 телефонов, когда Они также звонит. могут принимать людей, у них также могут проходить Не, я приемы. понимаю, а когда те часы, что они да, отвечают. Подскажите, вы можете, вы ранее обращались вообще куда-нибудь по вашему вопросу, что вот у вас? Порядок записи и порядок приема и все, что должно быть до этого, мне известно, если вы хотели сообщить. А мне интересно, когда на этих 2 телефонах отвечают живые люди, которые заняты, безусловно, кучей всяких важных дел. Но, среди Пожалуйста, прочего, по вот этому номеру, который 32 71 53, перезвоните, пожалуйста, после обеда, после 2 часов. Я думаю, там поднимут трубку. а как раз вот в том, что в интернете написано, там, значит, сказано, что звонить надо сегодня с утра. Или, может, я что-то перепутал, но наизусть не скажу. Значит, Хотите, вы давайте я говорите, после запишу обеда ваши, туда позвонить. давайте я запишу ваши данные, Да, ваш номер телефона и передам, чтобы с вами связались. пожалуйста. На этой неделе с вами свяжутся. Ну, вы еще, если у вас есть возможность, позвоните, пожалуйста, после обеда туда. Обязательно. Скажите ваша фамилия, имя, отчество. Фамилия моя Ага. немножко сложная. Давайте начнем с отчества. Вы начнете, так сказать, уже плыть-уплынь, и тогда я вам скажу имя и фамилию. Отчество простое, Львович. Угу, Львович. Имя необычное, но 5 букв. Игаэл. 5 букв. Игаэл. Игаэл. Л на конце. Л. Игаэл. О, отлично. Ну, сейчас вы фамилию осилите. Первая буква И краткая, Угу. а потом Е. Егуди. Е. Гуди. Руди. Да, Угу. 6 букв. О, видите, как мы чудесно все и записали. Хорошо. Значит, номер дать, да? Ну, вот этот номер запишите у себя. Угу. Подскажите, пожалуйста. 8025 Угу. 651 Угу. 0434. Еще один запишите. Угу. Поэтому я, может, не всегда отвечу. А вот еще один запишите. 8033 Угу. 66 Угу. 37 Угу. 433. 433. А вопрос какой у вас? Вопрос? Ну, вопрос очень серьезный. Значит, я общественный корреспондент покойной и уничтоженной облисполкомом и горисполкомом газеты «Вечерний Могилев». Вот. И я смотрю, что в одном из писем граждан на эту тему пришел ответ от облисполкома, что в газете в 2020 году публиковались материалы, дискредитирующие власти силовые структуры. Очевидно, с кем-то перепутали. Вот. Ну, мы с главным редактором никак не могли вспомнить, что же это такие за материалы. А самое главное, какое отношение имеет
некий срок пятилетней давности, в котором как бы не было то, что утверждается, но в любом случае, да, то есть, скажем, вот пришли два человека в милицию, соседу выбил глаз, да, и тот, Мгм. который выбил глаз, говорит, а вы знаете, 5 лет назад этот сосед, там, ну, если в советские времена, да, «Голос Америки» слушал по транзистору, да, ну, Мгм. это может быть и вообще неверно, что он слушал, а самое главное, какое-то имеет отношение к тому, что ты выбил глаз. Вот. Понимаете? Значит, ну, это как бы утверждение, оно очень является дефамационным, клеветническим. И Мгм. я вот этот вопрос хочу обсудить с руководством облсполкома. И тем более сам коренной вопрос, почему типография отказалась печатать газету, с которой работала десятки лет. Вот, такие дела. Отказалась печатать Да, газету, да? да. Нет, но центральный момент, вот по которому я решил лично пойти именно к руководству облисполкома, ну, про типографию понятно, какие там будут отписки, отговорки, но тем не менее не надо думать, что оно вот так сошло, что плюнули людям в лицо, очень многим людям, очень жирным плевком таким, прямо во все лицо, и что просто люди будут молчать. Вот, так вот идет такое, значит, письмо, в котором клеветнически утверждается, что газета в 2020 году печатала дискредитирующие власти силовые структуры материалы, а на самом деле газета напротив всячески поддерживала законную власть и всячески выступала против путча, против бандитов и хулиганов и всего, что с этим было связано. Ну, там как бы есть раздел письма читателей, в нем разные бывают мнения письма читателей. А позиция газеты всегда является неизменно, четко и строго патриотической. Все 33 года, что она существовала, пока не было уничтожено одним ударом, а точнее двумя, в сентябре этого года. То есть, с одной стороны, типография отказалась печатать, а с другой стороны, торговые предприятия получили значит, сообщение, что два последних напечатанных номера газеты конца сентября, значит, они запрещены к распространению. И, собственно, эти номера в редакцию вернули, с торговых мест сразу сообщили, что нам запрещено их распространять. Это, очевидно, полномочия горисполкома, так? Э, Ассортимент розничной торговли регулировать. Это уже не облисполкома, да? Вот. Мгм. И с горисполкомом на эту тему будем говорить плотно и очень долго, и, так сказать, пойдем всюду, куда надо. Но типография в любом случае, она является организацией облисполкома. И она десятки лет работала с нашей газетой, и, значит, вдруг сказала, Мгм. что так и так, и, значит, Вы имеете в виду про вечерний Могилев, правильно я да, слышу? да, да, да. Мгм. Вот, такое дело. Это, значит, Хорошо, предметы я большие. передам тогда ваш вопрос. Да, Ну, вы но, значит, позвоните после центральный, обеда, так и я сказать, думаю, сейчас что с вами стержневой созвонятся. момент, да, это клеветническое письмо одного из руководства облисполкома. Я записаться хочу на запись к первому заместителю Мгм. председателя пока что. Вот. Теперь заодно скажите мне тогда, пожалуйста, по вашей любезности такую вещь. А помощник президента, инспектор по Могилевской области, ведет личный прием граждан? Он ведет личный прием граждан, это устанавливает администрация президента, его график. И он может быть вот 20 через 2 дня, через 3 дня, может быть через 2 недели. Это у них устанавливает. У нас нет графика Так, именно вы приема, сказали, именно что что касается администрация помощника. президента устанавливает график приема Потому что он, помощника президента. потому что он сотрудник администрации Ну, президента. как-то Он не оно так по сотрудник логике. Могилевского Так облсполкома. вы хотите сказать, что чтобы узнать, когда он ведет прием, надо в приемную администрацию президента обратиться? Но там не то, что вам набрать, там на сайте они должны все указывать. Так же, как у нас написано, расписано у нас на сайте Могилевского облсполкома, кто когда принимает, какие у кого дни. И также, я думаю, что на сайте Я вам администрации скажу, президента что я на появится сайте также. администрации президента как-то графика приема помощников по областям не нашел. Я это как раз-таки искал. Вот. Но в любом случае, очевидно, А так он прием, конечно, осуществляет. Он, если вы напишете на его имя
обращение, также до него это все дойдет, и он также все это почитает. Ну, почитать, а я И будет вам дан ответ на говорю ваше про письменное прием. Нет, вот обращение. люди писали на имя, ну, правда, по электронной почте, на имя помощника президента, от него никаких ответов не Не пришло знаю, вообще такого совсем. никогда не было. Если именно направлено на помощника Да, президента, на конечно, на имя, его имя, на да. него, и вы не получили ответ, не знаю. Ясно. Но в любом случае, то, что вы компетентно знаете, что график приема устанавливает администрация президента. Конечно, помощника президента, именно Наливайка Сергея Эдуардовича, это все, какого числа он будет принимать, это все график администрации президента. Он Ну, вот сотрудник видите. именно администрации президента, а не Могилевского облсполкома. Потому что я вчера вот опять-таки безнадежно звоня по тем двум телефонам, что мы в начале разговора обсудили, и позвонил по какому-то другому в Мгм. облсполкоме, и мне сказали, что это облсполком останавливает, когда он Мгм. принимает. Вот. Такую мне сообщили информацию, которая действительно мне была довольно удивительна. Мгм. Вот. Мгм. Ну, как-то логичнее, чтобы устанавливала администрация президента, а когда будет принимать его помощник. Вот. Ясненько. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Всего вам доброго. Вам так само. Всего доброго. До свидания.